Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Каждый второй татарин за пределами Татарстана не был переписан. По результатам переписи населения 2020-2021 годов перед татарским сообществом стал справедливый и логичный вопрос. А как на самом деле участвовали татары России в состоявшейся переписи? Сокращение численности на 600 тысяч человек — это так сильно повлиял ковид, усложнивший процедуру переписи, или процедура переписи сама по себе была плохо организована? Или татары сейчас переживают наиболее массовую и сильную волну ассимиляции, размывания своей идентичности, культурно-духовный кризис? В общем, в нескольких наиболее активных татарских сообществах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники были проведены опросы, чтобы узнать, что на самом деле думают татары об итогах переписи населения. Для чистоты анализа мы из перечня татарских сообществ исключили те, которые относятся к татарам из Татарстана, а также те тематические сообщества, где доля татарстанской аудитории велика. Объяснение тут такое. В Татарстане наименьшая доля так называемой недопереписанной группы населения, то есть тех, чья национальная идентичность и родной язык неизвестны. Почему для нас важна эта неопределенная переписью часть населения? Посудите сами. По данным переписи 2010 года численность граждан Российской Федерации, чью национальность и родной язык нельзя узнать, по результатам переписи составила около 5,5 миллионов человек. По результатам переписи 2020-2021 годов число таких граждан увеличилось уже до 16 миллионов 600 тысяч человек. То есть, Туслар Ипташляр, население численностью практически в целую Москву, проживающее в России, нам неизвестно. Мы не знаем, кто эти люди по национальности и по родному языку. Причем из этих 16 миллионов 600 тысяч человек около 7 миллионов жителей России просто отказались называть переписчиком или сами самостоятельно не указали свою национальность и родной язык. Что может двигать таких людей? Недоверие, безразличие? Не кажется ли вам, что в доле вот этих 16 миллионов 600 тысяч человек есть и татары? Итак, мы проводили опросы в татарских сообществах Ульяновской области, Москвы, Оренбургской, Пензенской, Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края, Удмуртии, Самарской, Астраханской и Нижегородской областей. В этих опросах участвовали около 7600 человек. Также мы исследовали сообщество татар из Башкортостана. Да, по Башкортостану есть очень серьезные статистические аномалии. Мы еще вернемся к ним. Мы провели также опрос в одном весьма активном татарском сообществе в Одноклассниках, где доля татарстанской аудитории заметно мала. Здесь приняли участие в опросе на 8 февраля 2023 года 2090 человек. Мы прекрасно понимаем, что численность проголосовавших в наших сообществах людей, подписчиков численностью чуть меньше 10 тысяч человек не может представлять собой образцовую социологическую выборку и претендовать на репрезентативность по стандартам социологической науки. Однако конкретные тенденции выявить вполне можно. Мы также берем в расчет, что опрос ведется среди активнейшей части татарского сообщества за пределами Татарстана. Наши респонденты умеют пользоваться интернетом и соцсетями. Они вовлечены в активность и общение в этих самых сообществах в соцсетях. В целом, соотношение между теми, кто свое участие в переписи подтверждает, и теми, кто не переписался, ну или кого не переписали, в региональных сообществах татар составил соотношение это 47 на 53 соответственно. В числе 47% находятся те, кто прошел перепись на портале госуслуги, в пунктах переписи, в МФЦ, и те, до кого дошли переписчики. В разряд же не переписались мы отнесли тех, кто не знал о переписи, к кому не пришли переписчики,
кто не знал, как можно самостоятельно переписаться, отказался от переписи, ну или кому перепись просто неинтересна. Другими словами, можно сказать, что за пределами Татарстана каждый второй татарин не был переписан. Ну или не переписался. Еще раз отметим, что соотношение 47:53 отражает опрос среди активных татар, пользующихся интернетом и общающихся в соцсетях. За пределами нашего исследования остается значительная численность татар, для которых естественной средой коммуникации и потребления информации является телевизор, радио, журналы и газеты. Если будем подробнее смотреть на наши результаты, то в региональных сообществах 28% не знали о переписи или не знали, как переписаться. К 17% не пришли переписчики, а 8% отказались от переписи или она им не интересна. В числе же переписавшихся 26% прошли перепись без детализации, как именно они прошли эту самую перепись. 12% дождались переписчиков. И 9% самостоятельно прошли перепись на портале госуслуги или пришли в МФЦ. Отметим, что проголосовавшие в татарских региональных сообществах ВКонтакте оказались, в принципе, как-то крайне скупы, что ли, на комментарии о своем отношении к переписи, к ее результатам. Наибольшей активностью выделились почему-то подписчики татарских сообществ Башкортостана. Но в целом подписчики и участники опросов не делятся своим опытом участия в переписи в ее процедуре. При этом не стоит забегать вперед и считать татар в соцсетях людьми без личного мнения. А если не было переписи, то и делиться, как вы понимаете, тоже нечем. Но вот, например, скажем, в татарском тематическом сообществе в Одноклассниках опрос об участии в переписи вызвал очень оживленную дискуссию на 337 комментариев. Почему-то в Одноклассниках татары куда активнее и более открытые, чем татары во ВКонтакте. Один из участников сообщества в Одноклассниках из Санкт-Петербурга вопрошает, приходили переписчики или нет. Ему другая подписчица сообщества из Казани вторит, а они что, приходили? Его вопрос набрал 10 лайков, а ее 4 лайка. Не приходили, никто не приходил. Вся моя семья не приходили. Знаю многих, кто, как мы, также не прошел перепись. Пишет подписчица сообщества уже из Москвы. Ее комментарии поддержали 9 человек. С ней в дискуссию вступает другая подписчица уже из Тюмени. Она пишет, вообще переписчики могли специально указать не татарин, татарка, а русский. Потому что при переписи в последний раз не спрашивали национальность. Ее комментарий поддержали 2 человека. Татарка из поселка Малая Бича, Омская область, пишет, у татар родной язык татарский, значит такие переписки были. Просто администрации отнеслись несерьезно. Есть комментарии от подписчиков сообщества, которые удивляются тому, что перепись была в самый разгар коронавируса. Напомним, что перепись проходила весь октябрь 2021 года. Во время карантина разве была перепись, упрашивает участница сообщества? А комментарий, что за перепись? Ее не было. Я не участвовала и не знала. А когда это было, набрал 5 лайков. Подписчик из Волгограда пишет, какая перепись? Одна фикция. К нам вообще не приходили. Не валите на здоровую голову. Так в России принято на кого-то валить. Его комментарий поддержали еще 4 человека. Участница сообщества из рабочего поселка Саргатская, это Омская область, пишет в сообществе татар. Я русская, муж татарин. Национальность идет по отцу. Только у евреев по матери. Короче, во время переписи записывали детей и в графе национальность у дочери указали на автомате русская. А сыну татарин. Вот как-то так. Татарин из города Озерск, это Челябинская область, пишет. Перепись прошла формально, в дом не заходили. Пара-тройка вопросов, остальное типа знают сами. Другая татарка из Омска написала, что сама лично ходила и переписывала свою семью. Перепись проходила в МФЦ. Переписала свою семью, 5 человек, и свекра. Был пункт национальность и родной язык. Естественно указала, что мы татары и родной язык татарский. Омск. К сожалению, ее приободряющий в чем-то комментарий набрал не так много поддержки. Всего
3 лайка. Жительница Ульяновска сообщает: к нам никто не приходил. Также написала жительница города Энгельса в Саратовской области: никто не приходил, и мы не знали об этой переписи. Женщина из города Печора, Республика Коми, с татарским именем и фамилией написала: спокойно, товарищи, все мы россияне. Тем самым ее слова поддержали еще 5 человек в сообществе татар. Жительница города Каменск-Уральский, Свердловская область, написала, что к ней не пришли переписчики во время переписи. К нам не приходили. Знаю хорошо свой язык. Могу и говорить, и писать. Хотя 45 лет живу в городе среди русских. Ее комментарий получил всего 2 лайка. Жительница Челябинска с татарским именем и фамилией и на вид не младше 40 лет пишет: мать русская, отец татарин, крещенная. Язык не знаю татарский. Кто я? Муж у меня чистый татарин. Был и жил среди татар. А языка я бычьев не знал. Кто виноват в этом? Я думаю, родители. Женщина из Оренбурга с татарским именем и фамилией написала: а мы многонациональная страна. Мы все живем вместе, плечом к плечу. Мы все граждане Российской Федерации. Как хорошо, что с паспорта удалили 5-ю строку про национальность. В такое трудное для нашей страны время мы, все национальности, должны сплотиться в один твердый кулак. В этом кулаке вся наша сила российская. Давайте будем жить дружно, как говорил кот Леопольд. Ее комментарий, к слову, набрал 4 лайка. И это в татарском сообществе. Среди комментариев есть возмущение по потере татарской идентичности и татарского языка. Например, через смешанные семьи. Потеря родного языка. По результатам голосования в сообществе татар в Одноклассниках из 2900 участников опроса 65% выбрали вариант, что во время переписи указали национальность татарин, а родным языком указали татарский язык. 14% определили свою национальность как татарин, но родным выбрали все-таки русский, ну или другой язык. 11,5% ничего не знали о переписи. 6,3% выбрали другую национальность и другой родной язык, а 3,2% ничего не указали в строках о национальности и родном языке. А теперь о башкирской аномалии. Разбор результатов переписи начнем с разбора голосования татар Башкортостана в сообществах в соцсетях. Итак, в сообществе татары Уфы ВКонтакте всего в голосовании приняли участие 1055 человек. Это по данным на 8 февраля 2023 года. Да, мы понимаем, что в голосовании принимает участие активнейшая часть татарского сообщества Уфы. Та, которая проводит время в интернете. Кому интересно сидеть в соцсетях. За рамками нашего внимания, повторюсь, остаются те татары, проживающие в Башкортостане, кто не может похвастаться активностью в соцсетях, кто получает информацию через традиционные СМИ, то есть телевизор, радио, журналы и газеты, а также соседи, друзья и родственники. Итак, в вышеназванном сообществе ВКонтакте приняли участие в переписи 32,9% плюс 22,75% опрошенных, то есть в сумме более 55%. Не приняли же участие в переписи 44,5%. Другими словами, татары Башкортостана своим голосованием подтверждают общероссийскую тенденцию. Каждый второй татарин или татарка за пределами Татарстана не участвовали в переписи населения или они не были переписаны. Участница сообщества пишет на татарском языке: пусть подавятся глотки тех, кто сокращает численность нашего народа. Другая подписчица задается вопросом: перепись населения разве правильно была организована? И ее комментарий набирает 3 лайка. Третий участник дискуссии подмечает: смешанные браки – причина снижения численности татар. Уже 20 лет спад идет. По итогам результатов голосования в сообществе татар Уфы мы решили продолжить диалог с татарами Башкортостана. И уже в другом сообществе ВКонтакте татары северо-запада Башкирии спросили у подписчиков, а как они относятся к результатам переписи населения. К тому, что численность татар сократилась на 600 тысяч человек. Всего в нашем опросе приняли участие на 8 февраля 2023 года
1166 человек. Не доверяет результатам переписи 17% опрошенных участников сообщества татары северо-запада Башкирии. 64,2% респондентов доверяют данным переписи. 7% участников сообщества согласны с тем, что численность татар объективно сокращается, а татарский язык утрачивает свою востребованность. Столько же, то есть 7% уверены, что татар специально плохо переписали. О своем безразличном отношении к результатам переписи, к тому, что численность, например, татар сокращается, заявили 4,5% опрошенных. В то же время это голосование ВКонтакте вызвало активную дискуссию на 200 комментариев. Завязалась очень интенсивная дискуссия. У нас даже удмурты числятся башкирами, и нас приписывают к северо-западному диалекту башкир. Хотя мои предки, выходцы, беженцы от крещения с Казанского ханства, пишет подписчик сообщества. В то же время мы отмечаем, что в сообщество набежали, скажем так, друзья и поклонники башкиризаторов. Пишут они свои едкие антитатарские комментики строго по методичкам башкирских политтехнологов и псевдоисториков. Вот, например, некая Марфуга Мустафина пишет, что мишари и тептяри это не татары, а какие-то там отдельные народы. А вот некий Гизар Мусин на башкирском языке попрошает, мол, как это так, что башкиры не бежали никуда от крещения, а татары, видите ли, прибежали в Башкирию? Знаете ли, Гизар, татары на северо-западе Башкортостана проживают очень и очень давно. Еще до взятия Казани в 1552 году. Еще во времена Казанского ханства на этой территории был Беловоложский татарский улус. Вот, например, рекомендую глянуть один из наших прошлых материалов про Япончу. Или вот некая Лилия Мусина пишет, что безродные татары изучают свои родословные и возвращаются к своим корням и записываются башкирами. Молодцы. Извините, а надо изучать те самые родословные, что изначально были сфальсифицированы в 19 веке, а потом ими стали манипулировать нечестные на руку башкирские историки в 20 веке. Вы про эти родословные? Радмир Сафаров пишет. Потому что татары придуманный народ. Они же в большинстве настоящие башкорты, часть мишари, чуваши, марийцы, удмурты, то есть кто не русский, тот татарин. Также относились к ним русские. Они даже прибалтов называли татарами. Да-да, мы знаем, этот Радмир Сафаров какой-то фейковый аккаунт из какой-то башкиризаторской тусовки, о которых мы вам, уважаемые наши зрители, рассказывали накануне переписи населения. В общем, дальше разбирать комментарии смысла лично я не вижу. В этом голосовании приняли участие наши давние антитатарские силы, почитатели сказок и фэнтези башкирских псевдоисториков. Они же в комментариях настрочили кучу своих писулек, в прямом смысле слова разжигающих, в не очень хорошем смысле этого слова, межнациональную дружбу между татарами и башкирами в Башкортостане. В общем, друзья, делаем такой вывод. В Башкортостане есть очень большая масса татар, которая заявляет о своем неучастии в переписи населения. В то же время антитатарские комментаторы-провокаторы никуда не делись даже после переписи. Они все так же готовы обрушиваться на татар в соцсетях. А что говорят результаты переписи 2020-2021 годов в Башкортостане? Итак, будем отталкиваться от выявленной новой общей численности татар по результатам переписи 2020-2021 годов. 4,7 миллиона человек. Сокращение численности по сравнению с результатами 2010 года 600 тысяч татар. Тогда было насчитано 5,3 миллиона татар. Очевидно, что за 10 лет столь мощное сокращение татар не может быть физическим, а является лишь каким-то результатом обозначенной нами особенности переписи 2020-2021 годов, а именно недопереписанности татар. Кого именно мы называем недопереписанными татарами? Возвращаемся к той самой цифре 16 миллионов 600 тысяч жителей России, чья национальность и родной язык нам неизвестны. Так вот, недопереписанные татары – это те татары, кто, к нашему величайшему сожалению, попал
в число этих самых 16 миллионов 600 тысяч человек. То есть это те, кто не смог поучаствовать в переписи, потому что болел, например, коронавирусом. Это те, до кого не дошли переписчики. Для анализа я взял 36 регионов России, где проживают значительные по численности татарские сообщества, то есть не меньше 10 тысяч татар. Я проанализировал, как между переписями населения 2010 года и 2020-2021 годов менялась, то есть сокращалась численность татар. И как менялась численность вот этой вот самой недопереписанной части населения в регионах. Прям отдельно в каждом регионе высчитывал. Отмечу, что по всей России численности недопереписанных 2010 года в 5,5 миллионов человек выросло до 16 миллионов 600 тысяч человек. То есть рост составил более чем в 3 раза. Следовательно, и математически закономерным будет, если в регионах России, где проживают татары, численность вот этих вот недопереписанных людей также вырастет в 2-3 раза. И вы знаете, да, такую закономерность я действительно обнаружил. Но в ряду этих 36 регионов России, где проживают татары, есть один единственный регион, где проживает внушительное по своей численности татарское сообщество. Так вот, в этом регионе численность недопереписанных граждан сократилась. То есть во всех 35 регионах России участники и организаторы переписи населения столкнулись с масштабными проблемами и трудностями. Везде бушевал коронавирус, неразбериха с организацией. А в отдельно взятом Башкортостане все прошло идеально гладко. Даже лучше, чем во время переписи в 2010 году. В целом, по результатам переписи 2020-2021 годов в Башкортостане произошли существенные изменения. Во-первых, численность татар сократилась и упала ниже психологически важного для татарского сообщества республики рубежа в 1 миллион человек. Теперь число татар республики насчитывает 974 тысячи человек. Это на 35 тысяч человек меньше, чем 10 лет тому назад. Зато количество башкир в Башкортостане увеличилось с 1 миллиона 172 тысяч человек до 1 миллиона 276 тысяч. Прирост составил около 104 тысяч человек. При этом положительная динамика по численности наблюдается и среди русского населения. Их число выросло с 1 миллиона 432 тысяч до 1 миллиона 509 тысяч человек. Увеличение составило 77 тысяч человек. Таким образом, представляется весьма странная тенденция, что из 3 равновеликих этнических сообществ миллионников в Башкортостане только численность татар сократилась. С чем это может быть связано? С разной, например, степенью доступности к социальной инфраструктуре у разных этносов. Татары Башкортостана чего-то недополучают. Родильные дома, доступное жилье, медицинские услуги, школы, детсады. Очевидно же, что если в Башкортостане экономически и социально живется хорошо всем народам, то и их численность должна расти равномерно. В общем, эта выявленная статистическая динамика нуждается в социологическом дополнительном разъяснении. А если, например, мы возьмем информацию о таком показателе, как, например, сколько детей рожают русские, татарки и башкирки. Да, такая информация есть по результатам переписи населения 2020-2021 годов. Интересующий нас показатель называется так. Женщины наиболее многочисленных национальностей по национальной принадлежности, уровню образования и числе рожденных детей. Берем эти данные конкретно по Башкортостану. По русским получается так. Из числа 1000 женщин приходится 1373 ребенка. По башкиркам из числа 1000 женщин приходится 1701 ребенок. По татаркам Башкортостана из числа 1000 женщин приходится 1563 рожденных ребенка. Да, это не тот высокий уровень, что показывают башкирки. Но у нас получается такая картина, что башкирская женщина по многодетности стоит на первом месте. Хорошо, допустим. На втором же месте стоит татарская женщина, татарка. А русская женщина на третьем месте. Исходя из этого,
Как тогда можно объяснить, что в Башкортостане из трех крупнейших этнических сообществ численно растут только русские и башкиры, а татары сокращаются? Можем ли мы верить результатам переписи татар в Башкортостане после всего этого? А что насчет этноязыковой картины в Башкортостане? Итак, по данным переписи 2020-2021 годов, 1 287 000 башкир в качестве родного языка назвали башкирский язык. 155 000 башкир таковым определили русский язык. И 106 000 башкир своим родным языком назвали татарский язык. Последняя цифра, к слову, очень важная, потому что в 2010 году в качестве родного языка татарский язык назвали 230 000 башкир. Количество татароязычных башкир сократилось на почти 125 000 человек. Не является ли это результатом широкой пропаганды так называемого северо-западного диалекта башкирского языка, который на самом деле татарский язык, перед проведением переписи 2020-2021 годов? Особый вопрос вызывают некоторые субэтнонимы, которые были причислены к общему этнониму башкир. Например, субэтноним мин, бакалинцы, бушман какие-то, гайнинцы, уранцы. Кто они такие вообще? Например, под бакалинцами имеется в виду жители Бакалинского района Башкортостана на северо-западе самой республики. В этом районе в 2010 году насчитывалось 53,4% татар и 17,3% башкир. А по языковому соотношению район и вовсе можно назвать конкретно татарским. В 2010 году татарский язык родным назвали 64,3% жителей района, а башкирский всего лишь 3,8%. В Башкортостане пока что нет ни одной книги, которая была бы посвящена какому-нибудь башкирскому роду бакалы. В период татаро-башкирской предпереписной дискуссии именно книги по так называемым башкирским родам и становились в руках башкирских политтехнологов и псевдоисториков якобы какими-то аргументами, чтобы называть татарское население того или иного района Башкортостана башкирским. Бакалинец — это вообще-то название территориальное. Это типа как в Татарстане челнинец, альметьевец или актанышец. Теперь по субэтнонимам другим. Ганинцы и уранцы. Башкирские авторы написали книги, связывая эти определения с некими башкирскими родами и племенами. Считаю, что мною были обозначены очень значимые и конкретные сведения, указывающие на то, что в результатах переписи татар есть явные статистические аномалии, несостыковки, недочеты и проблемы. Можно ли после всего этого соглашаться с тем, что татар в Российской Федерации стало меньше на 600 000 человек?